Может быть, молодому поколению это не понять, потому что это все прошло, но надо помнить. Başka mama? Başka. Дыши, мой золотой. Дыши. Дыши сам, дыши. Давай, дыши сам. Лена, дыши, ну дыши сам. Юхиму, трубка не мешает тебе? 6. Там 6 операционных. 6. Все операционные работают. Надо не особо. Война – это шок. Не верилось, потому что все цветет, все кругом веселье, лето, отдыхающие. Казалось вначале это просто шутка, не может быть. Мир, солнце светит, люди купаются. Да, и на этом фоне, тем не менее, произошла такая трагедия. Конечно, это было решение самой Майи Александровны, и, естественно, за ней пошли ее сотрудники. И на протяжении всего года, помимо того, что она является, конечно, прежде всего педиатром, действующим, которая на тот период и вела пациентов, и дежурила, оказывала, естественно, помощь, как доктор, естественно, и еще при этом она совершенствовала и работала вот в морге. Слово страшное, но вначале надо было привести в порядок данное заведение, а потом уже там работать. Там не было ничего. И тем не менее эти женщины, переступив через страх, через боль материнскую, смогли организовать такую работу. Это заброшенное здание уже и не найдешь на территории Гудаутской больницы. Оно обветшало и заросло травой. Однако 25 лет тому назад здесь разыгрывались самые страшные человеческие трагедии. Люди принимали своих погибших сыновей, братьев и отцов, защитников Родины. Гудаутский морг – место горя и боли, слез и страданий. Их привозили сюда изувеченных и грязных, и надо было всех привести в порядок, смягчая страшное горе безутешных матерей. И за такую работу взялась Майя Александровна Канджария, детский врач, лечивший не одно поколение гудаутцев. Человек, возглавивший работу морга Гудаутского военного госпиталя в Отечественную войну 92-93 годов. Могла отказаться от такой тяжелой работы, ведь ни один мужчина не захотел здесь работать, но посчитала своим долгом, почувствовала ответственность и прожила эти скорбные месяцы вместе со своим народом, приготовляя в последний путь погибших воинов. Я была дежурная, как всегда, и вдруг 14-го, мы же ничего не знали, в Гудаутах мы не предвидели ничего. Я должна уйти с дежурства, что-то мои мужики забегали и говорят, у нас только был телевизор, можно мы будем вас смотреть. Выставили телевизор, открыли окно, и все так смотрят. Я говорю, что случилось, они нервничают. И вдруг, значит, шум, что-то в Сухуми происходит. И, пожалуйста, это было уже где-то к 12 часам дня, едет, значит, на носилочке, такой подвижная носилочка на колесиках, наш воин
и молодой парень, вот тут у него зеленая повязочка, в майке, в тапочках, и везет уже убитого. Я говорю, он говорит, куда мне моего товарища убили? Это вот в попыхах-то. Я говорю, как убили, да? Убили, почему спрашиваете? Он видит, я в колпаке, в халате. Да, говорит, вот его убили. У нас много там, ну вот кого мы могли привезти еще там в машине. Куда нам? Я говорю, ну вон туда пройди, вон там морг есть. Куда туда? Ну он же не знает. Я говорю, хорошо, я поеду с тобой. Я его далеко у нас морг, приходим в морг. Я тут же побежала, схватила тетрадку, записала, пока он был. Я взяла своих санитарочек, мы с вами пойдем. И была русская женщина, секретарша. Но она была женой военного, она знала, она говорит, вы не волнуйтесь, я знаю, как работать в морге, потому что она медсестра, в Германии жила, ей там приходилось. Ну и вот с того я пришла в морг, мы его вымыли, вычистили. Это было прямо 14 августа, вот в тот день. Вот в тот же день. Ну, в общем, теперь у нас штаб. Я говорю, что будем делать в морге? А Осия говорит, а как что делать? Вот я вас назначаю, значит, ответственным за морг. Я говорю, педиатр, я даже не хирург. Я и права не имею. Во время войны все имеет право. Ну и все. И так я там осталась и стала за все отвечать. И вот так создала себе команду из каждого. Я приходила туда в 8 утра, вот мы там были 5 человек, и мы этим занимались. Потом уже стали приходить, Тина Алексеевна иногда нам помогала, Жвания немножко помогала. Значит, я приходила в 8 утра, и моя команда, и мы начали разбирать, кто что, у кого лежала записочка, кто они убитые. Кое-как мы разбирались, список, и обрабатывали их. Первое дело, что мы их оплакали всех. Вот и все. Они говорят, опять Мальцева начинается. Я говорю, ну я ж так не могу. Давайте посмотрим, это же наши дети. Много чеченцев было убитых сразу. Вот в первые дни много было чеченцев. Но это было, каждый хотел своего опознать. Опознавали мы, потом мы всех их одевали, обмывали, как могли. Я сперва поехала туда, сразу же. У нас здесь врачей хватало тогда, в тот момент, в начале войны. Я поехала туда в Вишера, там была, с девочками я занималась, учила, как надо помощь первую оказывали и все это прочее. А потом, когда я приехала за медикаментами, в то время здесь у нас столько детей было, наплыв в больнице, многие русские врачи, вот эти, которые были, они уехали. Осталась я, Овчаренко и Майя Александровна. Больше педиатров не было. Приходила сюда, помогала. И вдруг я встречаю Майю Александровну. Она с морга идет. Что ты делаешь? Вот так, вот так. Она говорит, все-таки, говорит, в таком состоянии поступают наши бедные, говорит, бойцы, говорит. Мы, говорит, хоть что-то сделаем, чтобы, говорит, где-то что-то зашьем, где-то вот заштопаем, что-то сделаем, чтобы родители не видели, в каком ужасном состоянии. Они были и грязные, и в крови, и все это прочее. Мы их чистили, швы даже накладывали, все делали, чтобы, да, одевали, обували, чтобы родителям было немножко какое-то облегчение. И, конечно, очень страшная. Это работа с формалином. Казалось тогда, ну, вроде ничего, но последствия действия, конечно, сказались. Это и аллергическая реакция, потом, это не сразу, а потом. Потому что, пропустив через себя все, это очень страшно. Тогда не ощущалось, потому что это были эмоции, это была воля к тому, чтобы максимально оказать помощь всем тем, которые оказывались в этом здании. Вот. И поэтому хотелось помочь родственникам, объяснить, чтобы они принимали своих детей, братьев, отцов, близких в том достойном виде, в котором они могли бы хотя бы не сопереживать, что они были брошены на произвол судьбы. Конечно, это очень страшно. Только сказала, Бог, если ты есть, я не могу пойти на передовую бегать. И тоже могу, я тогда сильная была. Но что надо, я здесь все буду делать ради того, чтобы было хорошо нам. В общем,
Так, теперь, а у Саиды, мальчику было, заводчику нашему 5 лет. И, значит, как же, с ребенком сразу надо было ее отправить туда. Я ее отвезла, значит, чтобы уже она отправляла я ее в Москву к своему сыну, как и все. Вдруг мне звонит Игорь Георгиевич, говорит: сейчас же верните Саиду. Я говорю: как я ее верну? Верните, в роддоме никого нет. Да. Она не хотела уже, а она с удовольствием, мы и вернулись. И вот с 5-летним мальчиком она была наверху. Вот. И было у нее 200 новорожденных. Она сама справлялась. Самое страшное время наступило тогда, когда сожженных в вертолете над Латой доставили на Бамборский аэродром. Была такая холодная погода, в этот день никогда не забуду, ветер сильнейший. В час дня звонит мне Игорь Георгиевич: Майя Александровна, соберите команду, 2 часа приземлиться в аэропорту военном, значит, вертолет, и надо будет разгрузить сгоревших. Кто пошел, значит, со мной, вот пошли. Акузба Зинаида Виссарионовна была со мной, потом Микадзе Рита была, ну, в списке эти все есть. И мы, значит, нас привезли туда. Привезли, там ветер, страшный холод, и самолет прибыл только поздно вечером, аж в 7 вечера. Прилетел самолет, там и Ардзинба был, и 2 русских генерала было, ну, наше все вот это правительство было. И их же тоже там сгорели 2 человека. В общем, мы начали разбирать. Когда открыли вот эту дверцу, это было что-то страшное. Это был, знаете, какой запах копченого мяса, горячего копченого мяса. Это было что-то страшное. Ну, что нам было делать? Мы приготовились, нам дали рулон белого полотна, мы разделили по 2 метра, чтобы носить их. Их не возьмешь. Понимаете, человеческий жир, они стали скользкими очень и скрученными. И мы сначала перчатки хотели. Перчатки рвутся еще хуже. Значит, вот так вот мы, 2 этих мужчины туда встали в машину, в этот вертолет, а мы здесь постепенно мы женщины все разгрузили. И вот так есть кадры, вот так мы их разложили по всему периметру вот этого аэродрома. Разгружали мы до 2 часов ночи. Теперь, когда разгрузили, потом, значит, начали их увозить в морг. В морг мы приехали, уже было 6 утра. Конечно, мы замерзли и так далее, и все. И начал снег. И пошел снег. И вот снег выпал, и он был до марта месяца, до нашей мартовской битвы. Представляете? А потом вот эти же трубы вы обрабатывали? Ну, конечно, теперь а там мы разложили и на пол, и куда угодно. И вот там у нас была, конечно, колоссальная работа. С ними было трудно, с этими трупами работать, вы понимаете? Потому что их надо было где-то и подпилить, надо было и подрезать, связки, мышцы. Да, и самое интересное, что там было самое страшное, 11 детей мы посчитали. Я сказала: привезите мне красную ленточку и синюю ленточку. Я где могу, я буду различать. Пеленки нам привезли, вот мы этих детей все запеленали. Это вот так мы пеленали, у нас слезы лились, вот так мы вытирались, в общем. Мы были уже там не люди, мы были просто вот такие. Так мы там 2 суток простояли. Вот 2 девочки Возбовские, да, вот его, Анатолий, вот его девочки, так, понимаете, мы будем помогать. Старались, как никто они старались. И вот мы этих детей всех разложили. Они были медсестры, да. Я говорю: посмотрите, давайте, где можем. Мы, конечно, редко где могли различить. И одна была еще такая вещь. Значит, мама держала 2 детей. Она так держала, постаршего и помладшего. Вот так она сгорела в этой позе. Прибежал ее отец и говорит: здесь моя дочь с 2 детьми. Давайте, смотрите, различить же трудно. Но когда мы увидели женщину, она говорит: вот это моя дочь. Вот он узнал. В общем, все. Ну, представьте себе, что это там было.
Да, взяли гагры, какие мальчики были. Какие? Все те мальчики, которых я лечила. Я их всех знала по именам. А я, значит, еще у нас внизу было детское отделение. Ведь все дети были на нас, все Абхазии. И у нас вот первый этаж был детское отделение. И была со мной еще одна педиатр, Овчаренко Алина Григорьевна. Она была вот такой педиатр. Она говорит, ты там в морге помогай, я сама как могу, только там помогай. 93-й год уже был. Июнь месяц, хорошо помню. Была хорошая погода, воскресный день. А я дома, думаю, я хоть один день дома варила мамалыгу. Вдруг мне мой внук кричит, баба, 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 все оставь, 2 скорые за тобой приехали. Ну хорошо, ты доваришь, ладно. И в общем, поехала туда. Теперь у них кабардине, с ними был еще врач. Да, это была трагедия. 8 парней, которые не помещались на секционном столе. Они же за нас погибли. Из-за нас же они погибли. Как это все было пережить, но было некогда ни о чем думать. Полностью мы были там, а еще я сюда приходила, здесь дежурила. Тут все было, но я все разве могу сейчас вспомнить? А все, что хотите, было. Знаете, что был один, он был таксистом, Тушп, или как его фамилия, не помню. Он был единственный сын. Он, значит, работал, по-моему, там в Сухуми на химзаводе или где-то. Только квартиру получил, только обставился, собирался жениться, красивый, здоровый. У него было 2 сестры, мама и он. В общем, он погиб в Гаграх. И вот когда его привезли, мы его обработали, все, и у него в карманчике были чищенные орешки. Да, это мы, конечно, спрятали в мешочек, все. Пришла его сестра, оплакивала все и говорит, мы ж тебя хотели, мол, ты должен жениться туда-сюда. Потом пришла мама, ей там стало плохо. Никогда никаких к нам претензий, конечно, бедненький не было. Вот такая вот. Вот это я помню. А еще помню, один был, по-моему, Камле, он юрист, такой аккуратненький, прямо, знаете, выточенный. Здесь у него была ручка и записная книжечка, и несколько конфеток. Сигарет не было. Вот такие были, но весь цвет абхазского общества, если хотите. Вот так. Потому что, чтоб сигареты были, чтоб что-то такое было. Нет. Вот те, которые погибли. Это были, погибали особые, что ли, я не поняла. Вот так у нас получается. А привезли еще, помните, на Шрома была шромская операция из Шрома. И привезли, нет, это по осени, в 92-м году, поздней осенью их привезли 8 человек. Они там лежали, их на лошадях потом, уже там трупы бедненькие. Так мы не могли их обработать, потому что вот эти крупные мухи, это такой клей. Ни хлорамин не брал, ни спирт не брал. Я потихонечку очищала пинцетиком, чтобы как-нибудь лицо привести в порядок. И у них в кармане, знаете, что были? Яблочки, кислички. Им там кушать-то нечего было. Вот, кислички они кушали. У кого мы находили орешки, у кого находили каштаны. Надо сказать, что Майя Александровна очень сильно поддерживал коллектив. Они шли вместе, что называется, и в огонь, и в воду. Когда у нас началась война, во время войны Майя Александровна очень много здесь работала. Да еще в таком месте, что не каждый туда бы пошел. Когда у нас вертолет разбился, было страшное дело, обгоревшие люди, дети. Она их всех там обрабатывала, смотрела. Это, конечно, страшное дело. Мы все очень переживали, нервничали, но большую лепту она внесла очень много. Не каждый бы из нас это мог сделать. Я как-то с больницы шла сюда, там санатория, чеченцы жили там. И русские, казаки как раз приехали. И они какую-то песню пели, прежде чем идти туда на войну. Да. А ты такой красивый казак. Вечером я видела по телевизору, показывали его, молодой парень. Он говорит, не бойтесь, наши братья, говорит, мы поможем вам, говорит. Победа будет, говорит, за всеми нами. Я пришла сюда. К вечеру его привезли оттуда. Вот эти кишки все валяются, помните, Майя Александровна?
такой красивый мальчик. Вот это на меня очень подействовало. А таких много было случаев. А в Вишерах, когда первая бомбежка была, там девочка была маленькая, бомбу кинули они, руку оторвала, ногу оторвала, а эти бедные бойцы, их одежда, кишки, органы, все по кочкам, по колючкам, все разбросаны. Вот это все собирали. Я вообще не люблю туда, когда я езжу, и это вспоминаю. Это страшное воспоминание. Но Майя Александровна, конечно, очень многое сделала, очень многое. А могла и не пойти, сказала, знаете, что я уже свое отработала, могу и не делать, но она не могла. Она каждого бойца оплакивала как мать. Каждого бойца. Чтобы она не оплакивала, такого не было. Я просто молча слезы удерживала, работала. Она помимо того, что работала, все, что положено, делала, я до сих пор, когда говорю, даже слезы идут, она оплакивала их всех до единого. Вот так. В эти трудные времена Майя Александровну поддерживала ее семья, дочь Саида и даже внук Мзауч. Мзауч Пиля Надарьевич, он занимается теперь освещением, электричеством занимается, еще там у него много всяких дел. Но он такой человек сам очень организованный и очень трудовой. Трудоголик. Вот я, дочь, и они, и мой папа, и мама была. Мы были трудоголики. А другая сторона, у нас они были менее любили работать. Ну вот, а эти работяги у меня. В общем, он закончил. Во время войны ему было всего 5,5 лет. Он был у нас наверху, в роддоме, и гладил пеленки. Да, Мзаучик гладил пеленки, потому что Саида, его мама, была одна единственная неонатолог на 200 новорожденных. Другой внук, он закончил юридическую академию и работает юристом в какой-то частной организации в Москве. А его мальчику уже 6 лет, он тоже занимается математикой. Вы не поверите, но эту героическую женщину не наградили ни медалью, ни орденом. И это вызывает недоумение. Хочется верить, что эта оплошность будет исправлена в ближайшем будущем. Ну а пока 84-летний детский врач Майя Александровна Канджария в строю работает зав. Отделом детского отделения Гудаутской поликлиники. Полна энергии и оптимизма и продолжает лечить детишек.